Первый слет Дедов Морозов прошел в Москве. В столицу приехали новогодние волшебники из 14 российских регионов и установили рекорд. Отмечается, что достижением под названием «Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве» зафиксировало Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Оно считается крупнейшим в Евразии, альтернативой книге рекордов Гиннесса. Северную Осетию представил МИД Индада. Георгий Кочиев. Сегодня он гость медиацентра «15 регион». Добрый вечер, Георгий. Добрый вечер. Это был первый всероссийский слет Дедов Морозов. Как возникла идея? Расскажите о своем участии. Как встретила вас столица? Можно сказать, что я в этот проект попал случайно. Турагентство Мамисон Travel обратились ко мне с вопросом, смогу ли я принять участие в Москве в персонаже МИД Индада. Я дал согласие, и мы начали прорабатывать сценарий уже с московскими коллегами. Было много вопросов, которые мы озвучили, решили. И я так думаю, что было великолепное, можно сказать, отлично организованное нашими коллегами мероприятие в Москве. Кто выступил организатором? Организатором выступил Комитет по делам туризма правительства Москвы. С нашей стороны это был Фонд развития туризма республики и туроператор Мамисон Travel. В слете приняли участие 14 Дед Морозов. Расскажите, с каких регионов они приехали? Было действительно 14 великолепных, красивых Дедов Морозов, представляющих всю Россию. Это западные Калининграда и заканчивая северным Якутией. Я представлял южный регион, Северную Осетию, Аланию. Были артисты, давно работающие в этом жанре. Был представитель Улан-Удэ. Его представляли как серебряный старец. Ему было 75 лет. И он уже 50 лет занимается своим ремеслом. Поздравляет детишек. А был еще совсем молодой, юный, который не артист, военнослужащий, которому предложили принять участие. И он первый раз одел этот свой костюм национальный и приехал в Москву. Но их было 14 человек. Расскажите, кто вам особенно запомнился? Может, по внешним параметрам, по костюму, да? Они же все разные были. Это Деды Морозы разных регионов, которые все-таки отличаются от классических Дед Морозов, которые мы привыкли видеть. Да. У нас был классический Дед Мороз, московский, принимающая сторона, которая нас знакомил с Москвой. Были наши коллеги, которые представляли разные регионы. Конечно, мне понравился якут. Высокий парень, красивый костюм, и головной убор, который, можно сказать, никуда не помещался. Мы были в акции «Тройка» называлась, мы посетили метрополитен московский. Так бедный с этим высоким головным убором не мог вместиться в вагон. Так пришлось ему нагнуться, присесть на корточки и так проехаться. То есть настолько массивный был? Да. Георгий, вы только недавно вернулись, впечатления и эмоции? Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов. Это было сказочно организованное мероприятие. Начиная то, что мы посетили ВДНХ, мы были на катке. Те, которые умели кататься на катке, они одели коньки и проехались, прокатались по этому красивому новогодному убранстве катку. Посетили мы и колесо обозрения. Достопримечательность Москвы, самая высокая точка Москвы, и 100 с чем-то метров, и оттуда виден вся Москва. Было очень интересно, очень красиво оттуда посмотреть на
вечернюю Москву. Была проведена большая организационная работа. Расскажите о слете, о маршрутах, где побывали и что видели. Программа была, насколько я знаю, довольно насыщенной. Мы были с программой 3 дня. 3 дня мы были во всех уголках, можно сказать, Москвы. На Красной площади были, в ВДНХ были, в метро, в центре Москвы были. Знаете, у нас там были туристические маршруты, и в центре Москвы, там в комплексе Зарядье, там было организовано туристический информационный центр, где все приехали в этот центр, каждый представил свой регион, поздравляли на национальных языках, были конкурсы, которые мы подготовили. Отсюда забрали сувениры национальные, каждый свой регион представил. У нас были буклеты Комитета по туризму республики, были маршруты, которых мы знакомили и гостей, и жителей Москвы. Было очень интересно. Да. Впечатление массовое. Ну, я всех приглашал в Осетию. Именно посетить Осетию и воочию увидеть, попробовать осетинский пирог, увидеть культуру осетинского народа и природу, которая не повторяется нигде. Но это самое важное. Конечно. Они знают, что осетинские пироги – это был бренд осетинские пироги. Но я рассказал о том, что у нас есть осетинский танец щимт. Я рассказал, что у нас здесь есть самый высокогорный монастырь мужской. Я рассказал, что у нас 9 ущелий, 9 разновидностей нашей природы. Что даже зиму можно найти солнце, посетив солнечную долину. Вопросы были много. А как вас посетить? А где вас найти? А летят ли у вас самолеты? Какие рейсы у вас есть? Даже вот обычные вопросы, которые... как к вам попасть? Ну, я, конечно, говорил, что у нас и железнодорожный транспорт, Приямово, Владикавказ, и несколько авиарейсов столицы Москвы, и другие регионы сейчас будут задействованы, у нас будут прямые рейсы к нам приехать. Не только гости, но и сами артисты, которые представляли регионы, тоже захотели посетить Владикавказ, Осетию. Расскажи, пожалуйста, как на Митен-Дада реагировали жители столицы, какие эмоции, может, какая-то история очень интересная и смешная. Да, да. Дело в том, что они же приехали с посохами. Посохи. И они говорят, вот, надо, говорит, подержаться за посох, чтобы исполнилось ваше желание. А я говорю, а у меня есть кинжал, подержитесь за кинжал, точно исполнится. Вот так вот. У нас на ВДНХ у меня был такой случай. Ко мне подошли и говорят, с вами можно сфотографироваться? С кавказским Дедом Морозом. И девочки меня спрашивают, вы с Дагестана? Я говорю, нет, с Осетии. А эти девочки были из Дагестана. Они говорят, мол, нет, мы с Дагестана. И тут, когда услышал, рядом стоящая девушка услышала, что я осетинский, вот на каркотта. Вот такое, то я встретил в ВДНХ маленькую. Я так думаю, что она студентка была, там обучающаяся. Очень живо на вас реагировали, я вот видела в соцсетях, жители столицы, то есть и фотографировались, и рассказывали вам даже стихи, если я не ошибаюсь. Да. А маленькая девочка на меня посмотрела и говорит так, дедушка, а если я буду на русском языке, говорит, вы меня поймете? Я говорю, конечно, пойму. Вот такой был вопрос. Ну вот скажи, пожалуйста, Георгий, ты единственный, кто представлял Северо-Кавказский федеральный округ, или были еще Дед Морозы с соседних республик? Как мне организаторы объяснили, было разослано по всем регионам, и Дагестану, и Ингушетии, Кабардино-Балкарии, вот, и Северной Осетии. А откликнулись Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Все говорили так. Мы на санях приезжаем со своими подарками.
А я им говорю, а я верхом на туре. У меня есть друг Тур, его зовут Боз. И он мне всегда помогает мои подарки довести до вас, мои, короче, внучата. Меня спрашивают, а почему, говорит, вы без Снегурочки? У вас, говорит, что Снегурочки нету? Я говорю, как нету? Мою младшую Снегурочку зовут Мита. И в следующий раз она обязательно будет со мной, приедет в Москву. Георгий, почему так важно выезжать на такого рода мероприятия и почему это важно для Северной Осетии? Обмен опытом. Это я столько узнал, как работают другие Дед Морозы, какие у них конкурсы, какие у них подарки, как они преподносят свою легенду. Да, и вот я поехал, конечно, без легенды, но в следующий раз обязательно преподнесу, приготовлю легенду. Потому что сказочный персонаж должен быть с легендой, такой большой легендой. Чиу, Касерсади, Ардаухаше, Саул Кауразуран. Вот это надо развивать. И чем больше нас будут узнавать в Москве и в других регионах России, тем популярнее будут наши туристические маршруты. Какая атмосфера была в Москве? Вот настрой людей, вот что вы ощущали? Вот больше об этом. На Манежной площади Комитет по делам туризма правительства Москвы выстроил сказочный городок. Большой сказочный городок, где были и представлены и фастфуд, игровые автоматы, карусели. И там был такой такой Деда Мороза. То есть заходишь в павильон, и тебе представляют возможность написать письмо Деду Морозу. И Деда Мороз потом как бы отвечает, рассылают по адресам пожелания и то, что загадаешь, подарки и так далее. Вот. И какова была, вот там работали артисты, московские артисты, разные там были персонажи. И каково было всегда удивление, которые заходили в этот павильон, и в этом павильоне мы стоим. И они были удивлены всегда. Говорят, мы вот знали, что вот у нас есть один Дед Мороз на всю Россию, один наш Дед Мороз. Оказывается, такое многообразие, такая палитра, такой и костюмами, и, конечно, и акцентом, и как звучал и национальный колорит в пожеланиях. Это было так интересно, народу было очень-очень интересно. И вот этот большой городок просто гостями, туристами, жителями Москвы просто был заполнен до отказа. Она работала до 8 вечера, и всегда там было многолюдно. И мы присутствовали вот в этих мероприятиях тоже. Помимо того, что у нас были выезды, мы ВДНХ посетили, мы посетили Красную площадь, мы посетили метро. В метро вообще была акция «Тройка». Мы проехали с метрополитен, поздравляли всех и вышли в центр города, где нас встречали ваши коллеги-журналисты. Было интересно. Мне как человеку, мне понравилось. И огромное спасибо, кто это организовал. И я хотел бы сказать, что по словам организаторов, это будет продолжаться ежегодно. И на следующий год, Божьей помощью, снова посетим. Он был отмечен как национальный и мировой рекорд. Каждому Деду Морозу выдали соответствующие сертификаты. Расскажите об этом более подробно. Агентство регистрации рекордов России, руководитель подъехал, и был зафиксирован рекорд России в одном месте 7 числа 14 Деда Морозов, национальных Деда Морозов России. И нам предоставили сертификаты, и я горжусь, что принимал участие в вот такой акции. Что Осетия приняла участие, во-первых, и что я сам лично принял участие. И у нас есть и фотографии, как мне вручают этот сертификат. И было предоставлено сертификат
Мы встречаемся с вами в канун Старого Нового года. Ваши пожелания нашим жителям, с какими словами вы бы обратились бы? Новогаж арфа, шепатылдарым балат. Арбасова новогаж, фарнима хаше, анани зинат. Ама чидриттер кува, чидриттер табуканы, чидриттер здарног зинат тамын калма каше, уйын дувамин, дувун артыкагаж, арбахашет. Бужнак, я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч. Арфа гонду. С высоты более 3000 метров, где скованное холодом время течет медленнее. Сквозь толщу гор каждая капля воды Твау несет частичку первозданной чистоты.